Вода, как важнейший природный ресурс, напрямую влияет на комфорт и качество всего живого, и поэтому нецелесообразное ее расходование недопустимо, особенно в ущерб другим, объясняют ревизоры в ходе инспекционной поездки по автомойкам города. Первый объект в списке проверяющих – автомойки по проспекту Идриса Базоркина. Может использовать У нас емкости сзади, и привозная вода, вот мы с ней используем воду, большинство. То есть это считается? Да, это да, ну она считается типа технической. Выяснилось, при мытье машин для экономии воды здесь ее хранят в специальных емкостях. В таких же резервуарах уже на другой автомойке заготовлена техническая вода, то есть питьевую вообще не используют. Они тоже используют такую же воду техническую. Хорошо тогда. Они же определенную воду набирают свою. Набирают, да. Мы уже знаем, что, как, чему, сколько они воду потребляют. Такой нагрузки на питьевую воду у них нет. Они сами набирают и сами свою воду техническую используют. Но у нас вот ситуация такая, что вот особенно вот на выходные дни очень много поступило жалоб от жителей вот многоэтажных домов, что вот почему у нас воды нету, особенно вот на выходные. И жалуются люди на мойки. Мы приходим на мойку, а здесь вот такая ситуация. Здесь они чувствуют, чтобы машину одну помыть, им хватает одной ведро воды. Да, 10 литров воды хватает на помывку одной машины. А потом субботу и воскресенье есть у нас свадьбы, есть похороны, там выходные дни. Расход воды очень большой. Очень большой расход воды. Из-за этого не хватает этого давления, не хватает. Из-за этого. Итак, проверив несколько автомоек, ревизоры убедились, что на этих точках питьевая вода либо расходуется мало, либо не используется совсем. Но почему тогда назрановцы жалуются на дефицит воды или полное ее отсутствие? По словам Асламбека Мальсагова, зачастую люди бесконтрольно оставляют краны открытыми, вода вытекает в никуда. Город Назрани из-за ремонта нету недостающей воды, но есть из-за расхода воды. Очень большого потребления населения, есть некоторые места, там за каналом вода людям не достает. Но мы делаем все возможное, там дополнительный насос хотим поставить, начальник участка там ходит, делает все возможное. И со Слепцовска нам помогают тоже. Важно понимать, что дело не только в жителях. Часто из-за ветхости и изношенности водных артерий города лопаются трубы. Как заявили в администрации, на случай возникновения аварийной ситуации они совместно с Ингуш-Регионводоканалом проводят комплекс ремонтных работ. По их словам, организовывается подвоз воды на период ее отсутствия. На выходные дни ремонтная бригада выезжала 6 раз, и они вот по этим улицам устраняли порыв водопровода. В данный момент вода поступает, но не в нужном количестве, правда, потому что давление воды слабое. Представители мэрии, как и сотрудники Ингуш-Регионводоканала, призывают горожан с пониманием отнестись к временным трудностям и просят по возможности не расходовать воду попусту, тем самым лишая ее других. Ну а при острой необходимости назрановцы могут оставить заявку в администрации о подвозе воды. Для этого задействованы 2 единицы техники. Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.